что скажу. То, что уже Ахмад сказал, конечно, это для имамов должен быть закон. Как если было бы основа имама, для людей должен быть закон. Но от того, что мы небольшой срок нам открылись, и до этого мы еще не дошли, нужно добавить вот, медицинскую сторону тоже. Вот, Мангуй Мухаммад один очень хорошо сказал, когда, говорит, на его глаза вместе он врача взял, это, говорит, сильнее действует. То, что нам Ахмад сказал несколько по медицинской части, тоже скажу я, вот, то, что вот это пластические операции, то, что силикон заканчивают, хотя широко это не рекламируется, на самом деле это канцерогенная вещь. Очень много случаев рака вызывает, потому что силикон для организма чужеродная вещь. И поэтому каждый после этой операции процентов 50-60, это такая статистика есть, на том месте, где заканчивали в грудях, в губах, под бровями образуется рак, и потом, как Ахмад сказал, большие средства уходят на его лечение. Но кожный рак, мы знаем, что это рак, который почти не лечится, эти люди умирают. Это одно. То, что наказание за тагайру халкилля, то, что Аллах Та'ала сказал, не меняйте, мы меняем. То есть наказание, на том свете тоже будет наказание. А наказание, вот таджиль, ускоренное наказание на этом свете тоже. Это одно. Второе, то, что говорил, вот, действительно большая проблема, то, что Ахмад Хаджи министру сказал, какие сдвиги тоже есть, но на самом деле, вот первые 2 дня ребенку не дают. Но если родитель пойдет этому завру дома, скажет, вот это мой ребенок, ты вот этого ребенка давай корми, он будет бояться ее не кормить. Но почему же не делать? Потому что никто это не говорит. Потому что имам на джамаате скажет, и все это кончается. Ваши дети, ваши внуки, вы должны это делать. Это не только вот молочные братья, молочные сестры, это тоже очень большая проблема. Потому что если 5 раз его будет кормить, все это уже как родной стране, это вы хорошо знаете. Но вот это первые 2 дня, которые вот это молозиво, оказывается, очень большую роль играет для иммунитета. То есть дети становятся намного слабее, если эти 2 дня не кормить. Поэтому это проблема, которую имамы должны до джамаата довести, и джамаат должен дальше сам делать. Потому что имам рожденный не пойдет, скажет, этого прихожанина, ребенка вот так и кормить. Это ваша проблема. Третье тоже, мы на прошлом маджлисе говорили, здесь особенно подумали, вот то, что молодежь открывает, оказывается, живот, обтянутые джинсы. Вот кто любой человек, который пользуется интернетом, посмотрите, там уже установили, что любая обтягивающая одежда для женщин, для девушек вызывает специальные болезни, такая болезнь рота, которая воспаление нервов, и если живот открывается, оказывается, большой процент бесплодия. Поэтому вот эта проблема тоже есть. Если вы, конечно, если у людей имам должен быть, слово имама для них все закон. Но если вы вот медицинский тоже добавите, для тех людей, которые здоровые, важнее, чем Всевышний, такие тоже есть. Для них это поступает на первом месте. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.